В зимний период с целью восстановления позиций, утраченных в результате декабрьского наступления противника, войска Восточного фронта провели ряд операций. Силами 3-го полка и Меркульской группы 9 и 13 января были атакованы высоты на южной оконечности села Пакващ, занятые противником. Первый штурм закончился неудачей. В результате повторного штурма 13 января был достигнут полный успех. Противник, потеряв один танк Т-55М и один БМП-1 сожженными, 12 человек убитыми и несколько человек ранеными, отступил на значительное расстояние. Однако в руках грузин оставалась высота 79, с которой они методически обстреливали фланговые позиции Беславского батальона. Наши потери в обеих операциях составили 6 человек убитыми, 3 ранеными и 2 пропавшими без вести. Ожесточенные бои развернулись и в районе поселка Таумыш-Гирги-Арху. 3 января отряды 2-го и 4-го батальонов 1-го полка атаковали занятый грузинами выступ, который угрожал рогатной дороге в районе села Таумыш и правому флангу 2-го батальона, оборонявшему село Ктол. Но противник сумел отбить атаку, погибло 4 бойца и несколько было ранено. 15 января, после тщательной разведки и планирования, был произведен повторный штурм, который увенчался полным успехом. Противник, потеряв около 20 человек убитыми, 6 солдат и офицеров пленными, отступил. Был сбит один вертолет Ми-24 и подбит один танк Т-55. Наши потери составили 4 бойца погибшими. 18 января противник силами до батальона пехоты и 6 единиц танков предпринял контратаку. Ожесточенный бой на коротких дистанциях длился с раннего утра до позднего вечера. Действия пехоты поддерживались минометным огнем и танковыми орудиями. Однако враг был отбит с тяжелыми потерями. Его позиции и пути отхода были сплошь усеяны окровавленными бинтами и одеждами. С 15 по 18 января в этих боях наши потери составили 5 человек убитыми и несколько ранеными. Общие потери Восточного фронта за весь январь составили 41 человек убитыми и 200 ранеными. Потери грузин оцениваются приблизительно в 100-120 человек убитыми и ранеными. За это же время диверсионными группами было уничтожено 1 БМП, 5 военных грузовиков, 1 трактор, пущен под откос товарный состав. Всего же со 2 по 19 января потери противника по Восточному фронту оцениваются в 260 человек убитыми. Уничтожено 1 вертолет Ми-24, 2 танка Т-55, 2 БМП, 1 МТЛБ, гаубица Д-30, 3 Урала, 2 КАМАЗа, десятки других видов транспорта. В итоге в январе и в первой половине февраля противнику был нанесен ряд поражений, позволивший Восточному фронту восстановить прежнюю линию фронта, а на некоторых направлениях улучшить свои позиции. В ответ 25 февраля грузинские войска предприняли вторую, не уступающую декабрьской по масштабам и привлечению сил, наступательную операцию. Тяжелейшие бои развернулись по направлению сел Беслах, Меркула, Моква, Лабра, Ктол. Положение осложнилось по линии фронта. В 6 часов противник начал наступление по всему фронту, проведя артиллерийский обстрел по всем позициям. В 9 часов 30 минут потери противника, 2 БМП и несколько человек убитыми и ранеными. Противник просит прислать помощь. Наши потери пока нет. Настрой солдат боевой. Я набрюсь момент Харалабра Хакот Рахбин Тахкоз Рахапчай Нуркавоз, значит, Котрантака Нагарцоз. Жам Шарапша, Абрахчапша, Дзила Шабет Хуктола Арнапи Сашова, Зайгора, Бижба единица, значит, Ихуахуан и Чикачкина, значит, Абертачман Шурамчала, не фишься за, значит, техника. А там какой БМП?
Наступление врага удалось остановить упорным сопротивлением. Ни на одном из участков ему не удалось продвинуться ни на шаг. Противник старается всеми силами прорвать наши позиции. Наши потери, есть убитые и раненые. К 16 часам 30 минутам потери противника. Подбито 6 танков, 3 БМП и уничтожено живой силой до 70-80 человек. Прошу помощи в боеприпасах. Снарядов 100-мм для танков, боеприпасов калибров 5,45, 7,62, ЛПС, мины противотанковые, снаряды гранатометные, дистопливо для танков, бензин для БТР. Настрой у всех боевой. 18-й. К исходу дня по линии фронта было подбито 6 танков и 3 БМП и уничтожено до 80 человек пехоты. На следующий день было уничтожено 2 БМП и до 100 человек пехоты. Всего 11 единиц бронетехники за 2 дня. К 28 февраля рядом контратак наши войска на отдельных направлениях оттеснили врага и улучшили свои рубежи. Причем Беславский батальон продвинул свои позиции на 300, Меркульский до 800, Мовский на 500 метров вперед. План захвата Ткварчиля Чемчирского района сорван по имеющейся информации взятых в плен нами солдат противника. 28 февраля в 9 часов 15 минут противник применил Су-25 в районе Меркула. Ранено мирные жители, жертв нет. Положение критическое. Противник мстит за убитых мирным жителям. Противник ведет огонь из всех видов оружия по нашим позициям. Боеприпасы на исходе. Срочно прошу помощи и хотя бы 100-150 автоматов. Настрой солдат отличный. 18-й. Потери Восточного фронта с 25 по 28 февраля составили 12 убитыми, около 30 ранеными. 16 бойцов попало в плен и были зверски замучены насмерть. За весь февраль Восточный фронт потерял 39 человек погибшими. Следует отметить, что весь осенне-зимний период 1992 года противник владел инициативой и мог выбирать время и место нанесения ударов. На центральном участке фронта линия соприкосновения войск местами проходила в 500-1000 метрах от центральной трассы. Это позволяло в дальнейшем использовать эти выступы в качестве плацдармов для проведения операций на коммуникациях противника. Такими плацдармами на тот момент являлись Ачаркыт, село Ктол, рабочий поселок Меркула и село Беслав. Ближе всех к центральной трассе находились позиции Беславского 4-го батальона 3-го полка. Противнику, несмотря на неоднократные попытки и большие потери, не удалось их ликвидировать. С целью захвата инициативы командование Восточного фронта спланировало операцию по разгрому гарнизона противника и освобождению села Лабра. Вражеские позиции в этом районе глубоко вдавались в оборону Восточного фронта, опасно нависая над селом Ктол. В ходе штурма 1 марта был разгромлен гарнизон противника и захвачены большие трофеи. Однако с вводом в бой резервов противника из 23-й бригады пришлось отойти на исходные. С целью уничтожения гарнизона противника и захватить трофеи провели операцию на село Лабра. По завершению операции наши группы отошли на свои позиции. Потери противника: уничтожено живой силы 100-120 человек. Уничтожено техники: 1 БМП, 1 МТЛБ, 1 85-мм пушка, 1 танк. Наши трофеи: 5 минометов, 3 ДШК, 4 гранатомета, 3 ПКТ, 4 рации противника, боеприпасы и снаряды к миномету. Наши потери: убито 7, ранено наших солдат 11. Самолеты противника бомбят 3-4 раза в день. На линии фронта затишье. Противник ослаблен, нужно топливо, снаряды к танку, мины противотанковые, снаряды к гранатомету, кумулятивные. Чаркат, я выиграю, что за меня? Чаркат, мне взял шабет, чаркат, кто лохлал, убре, я маряш, бас, мне шумбой. Эй, избот. Убре маряш, бас, там, что хабста за шеф, скот сара, хахир дарактун хараца, ахрат забан. 9 марта при повторном штурме этот 4-километровый выступ, расположенный на господствующей высоте и оборонявшийся значительными силами, был ликвидирован.
И Хальвик, это сволочи. Лабра взяли, лабра ничего не дали. Наши уже сидят. До трассы дошли? До трассы дошли, да, наши ребята. Беда. Один с воротных этих, как его миномета взяли. Танковые снаряды, минометные снаряды, один 500 штук боеприпасы, гранатометы, что только не валялось. Штурм Лабры 9 марта особенно интересен. Интересен он тем, что эффекта внезапности у нас уже к тому моменту не было. Для того, чтобы не допустить, не дать возможность противнику спокойно окопаться и укрепить свои позиции, со всего Восточного фронта были к Лабре стянуты снайпера. И в течение нескольких дней они настолько подавили своим огнем действия противника, что он не смог завершить свои инженерные работы. Воспользовавшись этим, была срочно спланирована операция, в которой было задействовано 264 человека. Из них непосредственно в штурме участвовало 167, 2 танка, 1 БМП и батарея минометов. Для того, чтобы ввести противника в заблуждение, план операции был задуман так, чтобы продемонстрировать противнику операцию, начало операции точно такую же, как и была 1 марта. То есть атака, проимитировать главную атаку со стороны севера по направлению к центру Лабра. Противник купился на эту уловку, все свои силы сосредоточил против ложно действующего отряда и, естественно, ослабил свои фланги, чем и воспользовались отряды восточников, атаковав попеременно сперва со стороны Нижней Лабры, села Ктол, в центр, и со стороны Лашкиндар в обход и в глубокий тыл противника. Как только эти отряды вышли на намеченные рубежи, оборона противника рухнула, и его войска, теряя людей, бронетехнику, начало в панике отступать. И к намеченному времени, это середина дня, наши подразделения вышли на намеченные рубежи и прочно закрепились на них. К сожалению, не обошлось без потерь. Наших бойцов погибло 7 человек, 11 было ранено. И также мы потеряли в результате каких-то нелепых и случайных стечений, каких-то случайных обстоятельств, потеряли Т-55, танк «Тигр» и БМП «Единичка» в рабочем состоянии. После того, как подразделения закрепились на намеченных рубежах, противник попытался контратакой выбить наши подразделения, однако это ему не удалось. И в дальнейшем у нас имелся еще один плацдарм, который максимально был приближен к центральной трассе, с которого мы уже могли планировать боевые операции в будущем. 9 марта освобождено село Лабра. От наших позиций до дороги 700-800 метров. 9 и 10 марта противник атаковал при поддержке сил Сухума. Позиции прежние. Потери противника. Танк Т-55 – 1 штука. Пушка 85 мм – 1 штука. Миномет 82 мм – 1 штука, захвачен нами. БМП-1 подбит. Потери противника в живой силе составляют 30-40 человек. Наши потери. Танк Т-55-1, БМП-1 захвачен противником. Убито 7 человек, ранено наших солдат 12. Грузинские войска, невзирая на потери, несколько дней активно пытались вернуть контроль над этим селом. Давление противников было очень сильным, непрерывные бои поглощали и без того скудные запасы боеприпасов и ГСМ Восточного фронта. Потери Восточного фронта при первом и втором штурмах составили соответственно 9 и 7 человек убитыми и несколько десятков ранеными.
Танк «Тигр» и один БМП-единичка были захвачены противником в рабочем состоянии. За период с 26 февраля по 12 марта на Лаборском направлении было подбито и уничтожено 9 танков Т-55, 3 БМП, 2 БМ-21 «Град», 1 ЗУ-23-2. Противник потерял до 200 человек убитыми и ранеными. В качестве трофеев было захвачено 3 пушки Д-44, 1 танк Т-55М, 1 БРДМ, 2 БМП, 7 82 мм и 1 120 мм минометов, 3 пулемета ДШК, АГСы, до 80 единиц стрелкового оружия, средства связи и другое военное имущество. Захвачено в плен 16 солдат и офицеров противника. Общие потери Восточного фронта за этот период составили 51 погибших и около 160 раненых. В конце марта с 26 по 31 число грузины, получив подкрепление из Тбилиси, еще раз попытались отбить село Лабра, но, потеряв 1 танк и 1 БМП подбитыми и до 60 человек убитыми и ранеными и 3 пленными, откатились. Эти 5 дней канонада была такой силы, что, как стало известно из радиоперехватов, грузинские солдаты отказывались идти в бой, так как полностью оглохли. В итоге конфигурация фронта улучшилась, что облегчило положение первого полка. Кроме того, удалось создать еще один плацдарм в 700 метрах от центральной трассы. Одновременно на восточном фасе фронта в течение первых чисел марта подразделения 3-го полка вели оборонительные бои против противника силой до 450 человек, 3 танков Т-55 и 6 БМП-1, сумевшего захватить центр села Бедия и развивавшего наступление в направлении Патрохуца, Ацхыда и город Кварчал. Сложный гористый рельеф и прекрасное знание местности позволили немногочисленным подразделениям 1-го батальона 3-го полка остановить врага у Бедийского храма. С прибытием подкрепления к 4 марта грузинские войска были контратакованы и отброшены до села Санардо и села Чхортол. Уничтожено 2 единицы БМП с десантом. Основные потери противник понес от минометного огня и составили около 30 человек убитыми. Потерь в подразделениях 3-го полка не было. 6-7 марта в районе села Петрохуц и Бедия противник наступил. 5 единиц бронетехники, около 200 пехотинцев атаковали наши позиции. Потери противника: 2 единицы бронетехники и 30 человек убито. Разрушен храм Баграта. Районы железной дороги очищены. Потери наших 0, раненых 2. За весь март Восточный фронт потерял убитыми 34 человека. Общие потери Восточного фронта за период с 1 ноября 1992 года по 31 марта 1993 года составили 266 человек погибшими и более 1100 человек ранеными. В середине апреля 1993 года грузины спланировали дерзкую операцию по захвату плацдарма на горе Лашкиндар, что доминирует над городом Ткварчал. Однако служба радиоперехвата фронта своевременно засекла их переговоры и сообщила командованию 3-го полка предполагаемое местонахождение. Полковая разведка обнаружила место дислокации врага, и ротам 3-го полка «Скорпион» и «Ласточка» была поставлена задача уничтожения противника. Подъем в гору начался в 3 часа ночи. Бойцам пришлось карабкаться в гору по отвесным, наполовину заснеженным склонам в полной темноте более 7 часов, и 15 апреля в 10:00 они сходу атаковали врага. Не ожидавший внезапного нападения, противник после получасового боя бежал, бросая снаряжение и раненых. Часть своих бойцов грузины сумели спасти, эвакуировав их вертолетами. С нашей стороны потерь не было.
С высоты Лашкендара шахту номер 4 противника согнали. Затем заняли высоту. Угрозы подлета вертолета нет. Город обстреляли из артиллерии Сахорея. Есть убитые и раненые. После ожесточенных февральских и мартовских боев по всему фронту в апреле наступило относительное затишье. Это было использовано для инженерного совершенствования позиций, реорганизации подразделений и улучшения связи. Зон какой-то создается, сейчас посмотрим, опять же закроем. Вот 2-3 дня вам, я еще раз говорю, за 2-3 дня соберите своих людей, вытащите. Своих людей оттуда вытаскивайте для того, чтобы потом не было такой беготни. Вот мы автомат забрали, тот автомат забрали, автомат. Просто сам с губ назвал. Сам при командир отряда САЗ, я бас остар слышен, обрезаем царь, сасхани, айцама, бус бьян. Оргаю группа как, сука, хатфацемас, юнер, сменовайте, пожарник, царь, все. Через 3 дня заступает, за это время он здесь сидит, он болтается, джинсы, застохора, да, ганорджа. Обрезаем, что его порядок сделали. Пожарник, царь, пожарник. Вперед, угарги, царзом сейчас, вперед, угарги. شروب وبرتجي أبي أبشر كل تسمي بشواسي يرى بسنرسل أنا بسنر كت حاخر هجس كي جاء مخو زاكو برخي الشتر الخليقة راح بسنرين برقة واب يا راح قول بسنقة بسندي خاز جيز قزوم بسنيار الشجر درزا ساعة برخي نقي برضه يا حي أراجعون زمايل كي برق دوتا أخذ جاكو برادي بشلات واحد بسنرو براك بسنرو سبيو بيسوتيستخو В связи с таянием снегов и открытием горных проходов необходимо было, опережая противника, занять перевалы цепью постов, наладить патрулирование Кадорского хребта и окрестностей горы Ходжал, горы Акиба. Исполняющим обязанности министра обороны Республики Абхазия генерал-майору Сосналиеву. У начальника Генерального штаба Министерства обороны Республики Абхазия находится карта начальника штаба Восточного фронта с нанесенной линией фронта нашей и противника. Добавилась линия фронта по всему Кадорскому хребту, хребту Хаджал, горе Бухунджар. К концу мая 1993 года общая численность войск Восточного фронта составляла 3547 человек. Численность личного состава по полкам распределялась следующим образом. Первый полк Катран – 1282 человека. Второй полк – 838 человек. Третий полк плюс Скворчейский гарнизон – 1567 человек. Отдельный Меркульский батальон – около 400 человек. Следует сказать, что полки, батальоны и роты Восточного фронта по своей численности не соответствовали термину. Например, батальон мог быть и 60, и 100 человек. Так что это было скорее административное наименование. В конце мая 1993 года министр обороны издал приказ по Восточному фронту о создании запасов, необходимых для проведения операций силами обеих фронтов, путем резервирования 15% грузов, прибывавших по воздушному мосту. При этом детали и сроки операции сообщались только в общих чертах. Впервые, за исключением штурма города Ачамчира 26 октября 1992 года, военное руководство страны приняло решение учитывать возросшие возможности Восточного фронта в своих оперативных планах и в рамках предстоящей операции всеми возможными мерами укреплять его боеспособность. По воздуху начались усиленные переброски боеприпасов, ГСМ, запчастей, медикаментов и различного военного имущества. Для приема воздушного транспорта на Восточном фронте имелось 2 аэродрома. Первый находился здесь, в местечке Парчепан, это недалеко от Кварчала. Второй находился в селе Тхина. Он был обеспечен взлетно-посадочной полосой с огнями, для того, чтобы можно было принимать вертолеты и самолеты ночью. Огни были выполнены из елочной гирлянды. Эта малость позволяла принимать надежно самолеты ночью. Ко всему этому надежная работа радиоперехвата, переговоров противника. Наличие вот этих 2 аэродромов позволяло за весь период войны безопасно принимать воздушные суда.
За весь период войны, за 13,5 месяцев противнику не удалось сбить ни один воздушный борт, который перебрасывал на Восточный фронт оружие и бойцов. Однако он с лихвой отыгрался на мирных людях. Ими было сбито 4 вертолета, которые совершали гуманитарные рейсы, и в результате чего погибло более 120 мирных жителей. Самым эффективным оружием противника оказались ПЗРК, которыми обеспечивались как стационарные, так и подвижные пункты ПВО, располагавшиеся на южных и восточных склонах Кадорского ущелья на высотах до 2000 метров. Высота же, на которую могли подняться тяжело груженные транспорты, не превышала 3-4 километра, что позволяло противнику уверенно поражать их. Радиосвязь о распоряжении Д. Диверсионная группа обнаружила конный патруль со средствами ПВО, постоянно контролируя частоту между Сакеном и Эргиз-и-Шара. Маршруты полетов через Кадорское ущелье были основными, рассчитанными на внезапный и быстрый пролет над вражескими средствами ПВО. Первый маршрут пролегал по хребту горы Пал, Кадорский хребет, в районе села Гвада. Второй маршрут пролегал по хребту Гвандра, горы Ходжал. Полет над опасными районами продолжался в течение 9 минут и был рассчитан на внезапность и то, что его могут спутать с полетами вертолетов противника, прибывавших в Кадорское ущелье регулярно. Изредка полеты совершались на минимальной высоте по руслу реки Алцга или над территорией Гальского района и далее над морем в районе нейтральных вод. В среднем совершалось около 2-3 рейсов вертолетов в месяц. Однако после каждого сбитого вертолета полеты прекращались на неопределенное время. Однозначно, что воздушный мост с Гудаутой дал возможность Восточному фронту и городу Ткварчал жить и сражаться до победы. Небольшой, но постоянный поток вооружений, боеприпасов, ГСМ и медикаментов позволил выполнить задачи, стоящие перед восточниками. Без воздушного моста крушение Восточного фронта и падение города Ткварчал было бы неминуемым. Кроме того, воздушный мост имел большое морально-психологическое значение для бойцов и гражданского населения. С конца мая 1993 года в рамках операции двух фронтов началась выработка собственных планов операций фронтового значения. Наиболее очевидным было осуществление наступления на центральном участке фронта в районе села Тамыш с целью разгрома противника, блокирования шоссе, железной дороги и части берега моря. В соответствии с этим осуществлялось планирование и расчет сил и средств. Для достижения внезапности командование приостановило активные боевые действия. Были поставлены задачи по проведению разведки переднего края и тыла противника. В результате, за 2 недели до операции, командование имело полную картину переднего края противника и его наличных сил. Разведка и доразведка проводилась вплоть до начала боев. Разведка обшухра хазаз сухта халасакум сейчас это быстро начало не после лиги. Спя много да я реал снягов. Для обеспечения операции были осуществлены следующие мероприятия: создание резервов ГСМ, боеприпасов, медикаментов, консервирование продуктов питания, заготовление запасов мешков с песком, изготовление конструктивных элементов дотов для быстрого закрепления на захваченных позициях. Создан личный резерв командующего в составе одной разведывательно-диверсионной группы «Медведь» и одной горнострелковой роты «Ажвейпш». Также были организованы вспомогательные отряды, проведено упорядочение и соподчиненности подразделений, их разбивка по численности, приведение к присяге всех подразделений Восточного фронта, проведение ремонта боевой техники, вооружения, ремонт рогатной дороги, совершенствование системы связи, включающие в себя разработку новых кодов и переговорных таблиц. Для повышения морального духа бойцов и мирных жителей командиры и комиссары фронта и Ткварчальского гарнизона провели ряд культурных и спортивных программ.
Особо стоит отметить соревнования по футболу и волейболу между полками Восточного фронта. В результате, к концу июня фронт был готов к выполнению боевой задачи. Может сложиться впечатление, что июнь прошел на тихой волне, но это не так. Противник в первой половине месяца вел наступательные действия на разных направлениях, о чем свидетельствуют шифровки. 2 июня в 9 часов 30 минут в районе сел Толмыш-Кынги противник атаковал наши позиции при поддержке танков БМП и МТЛБ. Атака отбита, наши позиции прежние. Потери противника БМП, МТЛБ, 2 миномета 82 мм сожжены, 30 солдат противника убиты, много раненых, 1 взят в плен. Обстановка напряженная. Почти по всей линии фронта противника идет артиллерийский обстрел. 4 июня в районе села Лабра был уничтожен 1 танк. 1 танк подбит. Противник имеет потери в живой силе. Наши потери – 2 раненых. Прошу помощи боеприпасами для танков и бензином. Несмотря на относительное затишье, потери Восточного фронта за период с 1 апреля по 30 июня составили 44 человека убитыми и 73 человека ранеными. С целью дезориентации врага и отвлечения его резервов был разработан план нанесения нескольких ударов в противоположном от основного удара направлении по населенным пунктам Кадорского ущелья, от Багатского моста до села Лата и гора Дауч. Силами одной разведдиверсионной группы планировался подрыв Кадорского автомобильного моста. Для обеспечения основной операции с 18 по 28 июня 1993 года разведдиверсионными группами Восточного фронта были нанесены удары по вышеназванным пунктам Кадорского ущелья, а также совершены диверсии на участке дороги между села Лата и Багатскими тоннелями. Отвлекающий удар принес успех, так как противник стал осуществлять переброску резервов в ущелье, а также проводить эвакуацию мирного населения. В квадрате 6998 диверсионной группой в количестве 6 человек «Медведь» 19 июня взорван участок дороги. Уничтожена живой силой противника 22 солдата и 2 грузовые автомашины. Дорога противника восстанавливается. 18-19 июня замечена переброска живой силы и 4 орудий 85 мм на 8 грузовых автомашинах в сторону Чхалта-Ажара. В Лата замечено передвижение больших сил. Идет вывоз мирных жителей. Охраняется только малый туннель, 15-20 человек. Вечером 1 июля в течение нескольких часов на 2 узких участках фронта в районе села Лашкендар и Ачар-Кыт-Тамыш было скрытно сконцентрировано до 600 человек пехоты, 3 танка Т-55, 2 БМП, 1 БРДМ и артиллерия. Д-44 – 1 единица, ЗУ-23-2 – 1 единица, минометы 82 мм – 7 единиц, миномет 120 мм – 1 единица. Всего в операции на участке фронта от села Атара до села Лашкендар было задействовано свыше 1200 человек и 8 единиц бронетехники со всех подразделений Восточного фронта. Перед самым наступлением войскам были розданы боеприпасы, которые удалось накопить. Для проведения столь масштабной операции это было крайне мало, но был расчет на то, что удастся захватить трофейные боеприпасы. В час ночи 2 июля для встречи и обеспечения высадки морского десанта с Гудовудского направления в тыл врага ушла усиленная разведывательная группа, состоявшая из рекских и тамышских разведчиков, всего 23 бойца. Задача этой группы была настолько ответственна, что ее лично возглавил первый заместитель командующего Восточного фронта. Одновременно штурмовые подразделения начали просачиваться в тыл противника и занимать обозначенные позиции. Почти в это же время отдельная разведдиверсионная группа приступила к операции по подрыву Кадорского автомобильного моста.
Однако этого не удалось сделать. Попав в засаду и потеряв 3 человека убитыми и 1 раненым, группа отступила. В 4 часа 38 минут 2 июля бойцы Восточного фронта начали боевые действия по уничтожению сил противника, блокированию и захвату его коммуникаций, достигнув при этом полной внезапности. В то же время сковывающие боевые действия против грузинских войск начались на фронте от села Атара до Мокского чайсовхоза. Действия восточников были настолько неожиданны и стремительны, что противник ударился в панику, потерял управление войсками и начал нести тяжелейшие потери. Мы выехали утром, но нас обстреляли снарядами. С моста обстреляли снарядами. И мы по кругу пошли, на дорогу выехали. Когда доехали до чайной плантации, там началась перестрелка. Не перестрелка, а стрелялина. Выскочили с машины, сразу в кусты залезли. Сидели там тихо. Потом абхазские люди обстреляли эти кусты. И забрали нас в плен. Одного на месте убили. В течение первых нескольких часов враг потерял только убитыми более 300 человек. Его батальоны, в том числе Душецкий, батальон имени Чалакашвили, оказавшиеся на линии главного удара, были практически уничтожены. На голову был разбит батальон МВД Грузии, оборонявший село Кындых. В течение последующих дней были разгромлены батальоны Архевский десантный, Аваза, Шавнабада и другие. Десант, как фиксирует боевой журнал Восточного фронта, высадился на берег не в 3 часа ночи, как было в приказе, а в 5 часов 20 минут. К моменту его вступления в боевой контакт в 7 часов 20 минут у Тамышской школы фронт противника был уже прорван в районе села Тамыш и к 11:00 расширен до 4-5 километров от реки Джамгял до Барганджи и Арху включительно. Разгромлена группировка врага и освобождено село Лабра и часть села Кындых. В короткие сроки под непрерывным артобстрелом подразделения Восточного фронта окопались, используя заранее подготовленные средства, и создали устойчивую оборону, местами прикрытую минными полями. Однако штабу Восточного фронта боевого взаимодействия с высадившимся десантом до второй половины дня 2 июля организовать не удалось. Проблема заключалась в отсутствии связи, так как основная и запасная радиочастоты, которые были обозначены в приказе министра обороны для взаимодействия, не совпали. Не совпали также и цвета повязок. Из-за участившихся случаев использования зеленых повязок противником, именно к этой операции Восточный фронт перешел на красные, о чем поставили в известность Генштаб. Однако, вопреки ожиданиям, бойцы десанта оказались в зеленых повязках. В результате один десантник погиб от дружественного огня. Обстановку усугубило и то, что десант в силу обстоятельств отклонился от условленного места на 500-700 метров западнее и высадился в заболоченной и лесистой местности. В сложившейся ситуации это было существенно. Несмотря на возникшие трудности и неясность обстановки, десант вышел к трассе между Ану, Арху и Тамышской школой, где столкнулся с противником и его бронетехникой. В результате боя десантники уничтожили один танк и при поддержке бронетехники Восточного фронта штурмом овладели зданием Тамышской школы, выбив и частично уничтожив оборонявшегося там противника. Вторая десантная баржа прибыла с боеприпасами и боевой машиной «Град» точно в коридор со второй попытки. После выгрузки боевая машина по дороге, ведущей от берега моря, благополучно выехала на наши позиции и в дальнейшем своим огнем успешно поражала войска противника и взлетно-посадочную полосу аэропорта Бабушара. Боеприпасы же удалось выгрузить только частично, так как противник вел сильный артиллерийский огонь и баржа была вынуждена отплыть. Во второй половине дня, ближе к вечеру, основные силы десанта отошли от занимаемых позиций в районе кладбища и Тамышской школы и соединились с подразделениями Восточного фронта, удерживавшими коридор по реке Джамгял. К утру 3 июля десант был выведен в тыл для отдыха и приведения себя в порядок. Однако после этого ударная сила десантного батальона ослабла.
так как часть его бойцов, уроженцев Очимчирского района, самостоятельно влились в различные подразделения Восточного фронта. Оставшиеся подразделения в количестве до 150 человек, спаянные дисциплиной, храбро сражалось бок о бок с войсками Восточного фронта за удержание коридора в течение 8 дней. В ночь с 4 на 5 июля противник, получив дополнительные подкрепления, перешел в решительное наступление. С целью отвлечения сил Восточного фронта от коридора он также активизировал боевые действия в районе Мишвельских высот в направлении горы Творчал. По плану грузины собирались нанести одновременный удар со стороны Очимчиры и со стороны Новых Киндги. Для этого, наряду с другими, он задействовал 3 батальона звеядистов – Зугдицкий, Синакский и Хопский, общей численностью до 800 человек, якобы сохранявших до этого нейтралитет в войне. В Новые Киндги были переброшены подкрепления из Сухума, усиленные бронетехникой. Однако они, в связи с критической ситуацией на Шромском направлении, буквально за час до начала операции были отозваны обратно. Наличных сил было достаточно для наступления, и 5 июля противник атаковал позиции батальона «Дельфин» по реке Джамгял. В атаку под прикрытием минометного обстрела были брошены 2 танка и до батальона пехоты. Части грузинской пехоты удалось прорваться в наши окопы, но была уничтожена, а 1 танк сожжен. С тяжелыми потерями противник откатился и больше не пытался наступать с этого направления. В 16:00 в атаку перешла и Очимчирская группировка. Ей к 18:00 удалось оттеснить наши подразделения и вклиниться в оборону коридора как по центральной трассе, так и вдоль берега моря со стороны села Цагера. Шиижи бекрқан за гвардеец шан даризлар фало и группа какан шалом тарфса сухо мотайта хсра вали мерч харита мшнага сколсита улицы там что улица хва хавиз ши хари кушет ецер каз дреги хан арах харчате ишив бывшеца танка БМП хаман группа корачуйну кто он тихан Парчалын пегудутын пиязайч кунтше хайзан и хам якын захайта айча хсрова анвейш бетус егас. Однако совместными действиями войск Восточного фронта и десанта при поддержке танков противник был отброшен с тяжелыми потерями в живой силе и технике. Было уничтожено 2 танка, 1 БМП. Саша, да, надо. Ты стал как замура? БМВ надо, живем. К 20 часам 30 минут наши бойцы заняли прежние позиции. К сожалению, из-за этих боев было сорвано прибытие баржи с оружием и боеприпасами, которые были крайне необходимы. Первому. Вчера за 1 час была прорвана оборона наших сил в районе Цагера. В течение 7 часов шли ожесточенные бои, поэтому была сорвана операция. Сегодня с 10 часов идут ожесточенные бои. Дорогу мы контролируем, берег частично. Бойцы готовы до конца стоять, хотя имеются потери. Выгрузку можно повторить после прекращения боев, о чем сообщу дополнительно. Сделаем все возможное. 6 июля, после мощного обстрела из минометов, танковых пушек и установок «Град», противник при поддержке бронетехники с 3 сторон атаковал позиции 4-го батальона «Дамаск» в Туумыше. Батальон, усиленный ротой «Ласточка» 1-го полка, отбил атаку с уроном для врага, при этом подбил 1 танк. 7 июля при повторной атаке был уничтожен еще 1 танк врага. В тот же день к 13 часам 30 минутам в районе села Цагера-Араду грузины сконцентрировали 9 единиц Т-55, 3 единицы БМП, 3 единицы МТЛБ и большое количество пехоты. Наблюдатели по линии фронта засекли группировку и с 2 точек скорректировали огонь БМ-21 «Град». По скоплению был нанесен удар 14 снарядами, в результате чего было убито и искалечено около 100 человек, в числе которых оказались и экипажи нескольких танков и БМП. Атака на левый фланг коридора была сорвана.
Следует также описать боевую деятельность 1-го и 5-го батальонов 1-го полка. Имея задачей связывание боем сил противника в районе села Атара, они блестяще с этим справились. Атаковав позиции противника на центральном участке, захватили 2 линии обороны вдоль газопровода. И на короткое время, захватив их, связали противника, не давая ему возможности маневрировать силами. Направление же сопки Ар-Тарта – это то место, на котором мы сейчас стоим. Нанесли противнику поражение и, обратив его в бегство, заняли его позиции и удерживали их до сентябрьского наступления. Оттянуть силы именно на оттянули не то, что оттянули очень большие силы. Ну, мы лично, наша группа, где-то 11 человек, по их данным, працевал, перехватывал. Герах пеху, пангану хуайо, и ганьо бачку чуает, поехал. Батальон Койбики. Потери обеих батальонов составили 5 человек погибшими. На протяжении 8 дней грузинская артиллерия вела непрерывный массированный артиллерийско-минометный огонь. Они муждианут свободу. Не халап что может, халап что примает пацаны, не хамазер. Я тебе говорю, танковый выстрел это как мелкашка. ВВС противника штурмовиками Су-25 нанесло десятки БШУ с использованием 100, 250 и 500 килограммовых и кассетных бомб. Борьба, происходившая на этих нескольких квадратных километрах, изобиловала столькими кризисными моментами в быстро меняющейся обстановке, что трудно описать. В целом, эта операция, проведенная скоординированными усилиями обеих фронтов, обозначенная в приказе министра обороны кодовым названием «Буря-777», заслуживает отдельного исследования, так как является образцом военного искусства. Однако, по окончании войны, с легкой руки некоторых публицистов, эта операция стала известна под названием «Тамышский десант», что далеко не в полной мере отражает сути происходивших событий, упрощает и сужает их значение. Командование Восточного фронта, верно оценивая собственные силы, наличие бронетехники и артиллерии, учитывая возросший опыт бойцов и командиров, решило самостоятельно захватить трассу от села Кындых до Барганджи-Арху. Так как успех этой операции зависел от того, в чьих руках село Лабра, в рамках общего плана была разработана операция и по ее освобождению. При этом следует подчеркнуть, что при планировании штаб исходил из той вероятности, что высадка десанта могла быть сорвана действиями противника или непогодой, и придется рассчитывать только на собственные силы. Последствия срыва десантной операции 26 октября 1992 года, которые привели к тяжелым потерям, были свежи в памяти. В действительности, бесспорно, что задача по захвату и блокированию трассы была решена Восточным фронтом до вступления десанта в бой. Бесспорно и то, что силы десанта позволили значительно усилить, расширить и более длительное время удерживать занятые рубежи. Действия бойцов десанта привели противника в шок, от которого он не сразу отошел. Ему понадобилось 2 дня, прежде чем он приступил к деблокирующим действиям. Тамышская операция имела чрезвычайно большое значение для осуществления наступления Гумистинского фронта, позволив на 8 суток вместо 2, как было обозначено в приказе министра обороны, заблокировать переброску резервов противника из Грузии и отвлечь его силы и средства от основного направления удара абхазских войск по городу Сухум. Чтобы хоть как-то объяснить свое поражение, грузины уже в ходе войны придумали миф о 600 десантниках 14-й российской армии, высаженных в Тамыше под прикрытием боевых кораблей Черноморского флота России. И, конечно же, они отрапортовали, что уничтожили их практически полностью.
Значит, они объявили, что 1000 человек приднестровцев здесь, и на территории, значит, Восточного фронта. Значит, маленькую тайну я открою, нас было 8 всего, но если мы 8 за 1000 для них сканали, хочу предупредить, что приднестровцы ездили в Абхазию и будут ездить еще. В действительности же в десанте было всего около 260 бойцов, в числе которых было 74 человека Донской казачьей полусотни под командованием подъясаула, 56 бойцов из состава 1-го интернационального батальона Гумистинского фронта, состоявших в основном из потомков абхазских махаджиров, и около 40 бойцов группы Эдельвейс. В ходе боев войска Восточного фронта потеряли 58 человек убитыми и около 200 ранеными. Десант – 11 человек убитыми и около 36 ранеными. В том числе донцы потеряли 4 убитыми и ранеными 14 казаков. Генерал-майору Радиеву. Обстановка в отряде нормальная. Провели тяжелые бои. Имеются потери. 4 убитых, 14 раненых казаков в городе Гудауда. Командир полусотни подъясаул Блинов. Итого, в Тамышской операции мы потеряли 69 человек убитыми и 236 человек ранеными. Для восточников это были непривычно высокие потери, однако оправданные масштабами выполненных задач. За весь же июль на Восточном фронте погибло 76 человек, ранено 240 человек. Следует отметить ту огромную роль, которую сыграла в этой операции бронетехника Восточного фронта. Они являлись щитом и мечом обороны, тем препятствием, об которое на протяжении 8 дней разбивались атаки врага. Особо проявили себя экипажи танков «Тигр», «Ласточка» и «Бэмби». С их помощью у противника было захвачено 7 единиц бронетехники, из числа которых экипаж танка «Тигр», не имея бронебойных снарядов, 2 взял на таран. 3 танка и БТР-80 были спешно отремонтированы и активно использованы в обороне коридора. جبعلات ناس بترجي أبزيك وحاجات شخصك بترجوا راتسك وركون яхту полковой короче бдение устроить дачу лучше. Однако к концу боев они были потеряны, подбиты, брошены из-за отсутствия топлива, боеприпасов и запчастей. К 10 июля в распоряжении Восточного фронта оставалось боеспособными 1 танк, 2 БМП, 1 БТР, 1 БРДМ. В качестве трофеев было взято несколько сот единиц различного стрелкового оружия, а также БТР-80, КШМ на базе БТР-60, ГАЗ-66 КШ, военные грузовики с боеприпасами и различным военным имуществом, автоцистерна с бензином, 6 23-мм авиационных пушек, средства связи. Сбит 1 вертолет Ми-8. Уничтожены 11 единиц бронетехники, десятки единиц автомобильной техники. Противник понес большие потери, составившие около 1500 человек убитыми и ранеными. Комендант Хава Брусик, солярка зигдалга хед экскаватор. Там что же дымцой? Копка блиндажку я режим срепстроим журавам. Русский деревья тахтом деревья курком. Ваши фронт на усура хачуп В плен попало несколько десятков грузинских солдат и офицеров. Противнику после восстановления контроля над трассой пришлось осуществить полную ротацию войск от села Цагера до села Кындых, которые были практически уничтожены. До конца войны позывные этих подразделений больше не звучали в эфире. Такое соотношение наших и грузинских потерь объясняется внезапностью и стремительностью атак войск Восточного фронта и появлению на поле боя десанта с моря. Противник не сумел скрыть подготовку операции, переброску и концентрацию абхазских войск, что вместе со своеобразной тактикой просачивания сквозь линию обороны привело к таким последствиям.
Вместе с тем, следует отметить и серьезные недостатки, заключавшиеся в том, что руководство Восточного фронта, не имевшее достаточного опыта управления множеством подразделений в наступлении, под грузом постоянно возникавших кризисов, упустило на определенный момент контроль над выполнением плана операции. Это вызвало несанкционированное использование отдельными командирами резерва Восточного фронта и снятие целого боевого подразделения и 3 танков со своего участка обороны и переброски на Ану-Арху с целью его захвата, что на тот момент являлось второстепенной задачей. Ослабление обороны совпало с очередной атакой противника, что и привело к потере коридора. Можно смело утверждать, что после этой операции войска Восточного фронта окончательно захватили инициативу в свои руки и не упускали ее до окончания войны.